Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Türk dünyasında ar yıl sayın ötkөрүлүп келген даректүү тасмалар фестивали 8-ci рет уюштурулууда. Bir үй бүлө 9 өлкө, 9 шаар, bir фестиваль урааны менен Түркия, Казакстан, Кыргызстан, Азербайжан, Өзбекстан, Түркменстан, Түндүк Кипр Түрк Республикасы, Венгрия жана Македония катышкан бул сынакка тасмаларды кабыл алуу 27 мартта эле старт алган. Кабыл алуунун акыркы мөөнөтү 30 августка чейин. Андыктан бул жарышка катышууну каалагандарга дагы убакыт бар. Bu yılki festivalimizin teması Türk kültürü ve Türk'ün dünyaya bakış açısı. Бул жылкы фестивалыбыздын темасы түрк маданияты жана түрктүн дүйнөгө көз карашы. Бул жылкы темабыз дагы кайрадан маданият болду. Ушул убакка чейин бизге 240га жакын даректүү фильм келип түштү. Август айынын аягына чейин кабыл алуу узуланат. Сентябрдан баштап тандалган жана финалдык фильмдер белгилүү болот. Октябрда болсо гала жана сыйлык тапшыруу ажемдерин өткөрөбүз. Катышуучуларга жана алардын башында турган режиссерлорго, университеттерге, калыстар тобуна, бизди колдогон уюмдарга ыраазычылык билдиремин. Сынактын шарты боюнча ар бир мамлекеттен жаш өзгөчөлүгүнө карабастан тажрыйбалуу жана жаш кинорежиссерлор, жогорку окуу жайларынын студенттери катыша алышат. Алардын даректүү тасмаларында өз улутунун маданиятын, каада салтын, үрп адатын, тарыхын чагылдырышы маанилүү. Мурда 2 категория менен гана баалап келгенбиз. То есть профессионалдык категория жана студенттердин арасындагы категорияда. Бул жылы 3 категорияга бөлдүк. Uzun metrajlı darектүү tasmalar özünчө, kıska metrajlı darектүү tasmalar özünчө, anan studentlerden janagı darектүү tasmalar болуп 3 категория. Дагы бир жаңылык бул жылы ошол мурда ар бир категорияда 1-чи, 2-чи, 3-чү деген сыйлыктарды берип келе турган болсок, бул жылы ушул 3 категорияга тең 2 сыйлык берилип атат. Эң мыкты фильм, анан экинчилик сыйлыгы, анан ошондой эле жюрилердин сыйлыгы деп 6 баягы 3 категорияда ар бирине 1-чи, 2-чи берилет. Андан тышкары жанагындай жюрилердин приз жюри деп коет, ошолор менен жалпы санаганда 10 сыйлык берилет. Буга чейин 300-600га жакын фильмдер түшүп келген. Мурунку жылдарда быйыл эми алдын ала айта албайбыз, ошол 30 августтан кийин билинет. Ошолордун баарын ошол жанагы быйыл эми 3 категория болгондуктан 3 башка жюрилердин тобу түзүлөт. Ар бир топ өзүнүн категориясына түшкөн фильмдерди карап чыгып, алардын арасынан эң мыкты 12 фильмди тандап алат. Ошол 12 фильмден анан биз финалга чыгарабыз. Финалда ошолордун ичинен эң мыкты 2 фильмди тандап алабыз. Түрк дүйнөсүнүн кеңири таралган маданий мурастарын жайылтып, келечек муундарга өткөрүп берүү милдет. Андыктан түрк маданиятынын профессионалдар жана жаш муундар тарабынан документтештирилиши зарыл. Дал ушул максатта түрк дүйнөсү даректүү тасмаларынын фестивали жана сынагы өткөрүлүүдө. Bilindiği gibi Türk dünyası Doğu Türkistan'dan Avrupa işlerine kadar geniş bir coğrafya ve geniş bir kültüre sahip bir millet. Bu milletin Сиздер билгендей түрк дүйнөсү чыгыш Түркстандан Европага карай кенен аймакка жана маданиятка ээ болгон эл. Бул калктын өз жана тиектеш өзгөчөлүктөрүн даректүү, тапкычтык менен ортого чыгаруу. Аны менен катар өзгөчөлүктөрүбүздү эми болуу өз туугандарыбызга жана алар менен бирге дүйнөгө жайылтуу максатын көздөгөн даректүү фильм фестивали. Түркия Республикасынын Маданият министрлиги, кино башкы башкармалыгы жана түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдигинин колдоосу менен мамлекеттик мекемелер, университеттер, медиа уюмдар жана башка көптөгөн уюштуруучулардын көмөгү менен биргелешип жасап жаткан
аткан иш. Быйыл Гана сыйлыктарын тапшыруу салтанатын бул жылы Анкарада өткөрөбүз. Буга чейин Истамбулда уюштурганбыз. Андан соң тасмаларды көрсөтүүгө 9 өлкөгө чыгабыз. Ankara'da kala ve ödül törenlerini yaptıktan sonra 9 ülkeye gösterime çıkacağız. Октябрдын ошол 5-inde Türkiye мамлекетинде чоң азем болот. Андан кийин октябрдын 17-20-ларында Кыргызстанга келет. Кыргызстандан ошол ар бир кайсы өлкөлөрдөн катышкан фильмдерден ошонун ичинде эле байгелүү жанагы приз алган фильмдер көрсөтүлөт. Анан албетте Кыргызстандан катышкан эң мыкты фильмдер көрсөтүлөт да. Жылына биз ошол менен бул фестивалга акыркы 5 жылдан бери жюри катары катышып келип атам. Кыргызстандан эмне үчүн Манас университети деп суроолор болуп атат. Бул фестивалды түзүп атканда ошо түрк тилдүү мамлекеттердин өкүлдөрү деп ошол биз Кыргызстанда Кыргыз-Түрк Манас университети болгондуктан биздин университетти тандап алышкан. Есеби университети бар, Өзбекстандын университети бар. Ошон үчүн биз Манас Кыргыз-Түрк Манас университети бул фестивалдын куруучу тобунун мүчөсү катары каралабыз. Мындай эл аралык сынак кино режиссерлорго чоң мүмкүнчүлүк жаратаарын кесипкөйлөр белгилешүүдө. Чет мамлекеттин фильмдерин көрүп, тажрыйба алышаарын, ал өзүнчө бир эргүү бере тургандыгын жана кийинки тасмаларына жол ачылып, мотивация алышаарын белгилешет. Бул түрк дүйнөсүнүн кинофестивали боюнча мен көп жылдан бери эле билем. Бул фестивалга менин фильмдерим да катышкан. Ошол эң башында башталып жүргөндө негизи эле бул жерде ошол түрк элдерин бириктирген, мындай тилибиз дагы окшош, маданиятыбыз дагы, анан ошол фильмдерибизди көргөндө дагы көп нерсе мындай өзүбүзгө керектүү маалыматтарды алабыз, өзгө керектүү кызыктуу каармандар менен таанышабыз, темалар менен таанышабыз. Ошондуктан мындай фестивалдар режиссерлорго бир чоң мындай мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мындай даректүү тасмалардын фестивали болгону дагы жакшы. Анткени бизде Кыргызстанда даректүү тасмалар эми гана өнүгүп келатат. Көбү түшүнбөйт бул тармактагы мындай даректүү тасма десе кандай фильм, кандай тартылат көбү билбейт. Бирок барган сайын даректүү фильмдер көбөйүп, аны тарткан режиссерлор дагы, тажрыйбалуу режиссерлор чыгып атат. Бул ошол сүйүндүрөт. Мындай фестивалдар ошол даректүү тасмалар тарткан режиссерлордун чыгышына дагы чоң мүмкүнчүлүк түзүп берип атат. Быйылкы фестиваль Түркия Кахраманмараш жер титирөө шейиттерине арналат. Фестиваль тууралуу толук маалыматты 3w.turkbelgesel.com сайтынан алсаңыздар болот. Жана тасмаларыңыздар info@turkbelgesel.com дареги аркылуу кабыл алынат. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Бишкек. Kırgız jerin urdan büyütkön soluzon, Kırgız jerin urdan büyütkön ısık köl jerdin körkü kırlar taşı adarlar gökürüğü tokoy çaçı Ayralar kankamır çok tacı Sidivi topçular har bir taşa Cenk düzdü gülden eli Kırgız jeri Gün cüzdü berekeli Kırgız jeri Культура является отражением развития общества. Истинные служители культуры всегда были гордостью народа, которые, несмотря ни на какие сложности и противоречия, всегда выражают свое объективное мнение в защиту национальных традиций и присущих человеку моральных ценностей. В культуре кристаллизуется все то, чем живет человек, что волнует его в общественной и личной жизни, формирует его взгляды, мысли, чувства и идеалы. Она всегда была и остается основой общественной, политической и экономической жизни страны.
страны. Как сказал президент Кыргызской республики Садыр Джапаров, что без культуры нет нации и нет нации без культуры. Культура кыргызов складывалась на протяжении многих веков, соединяя в себе уникальные традиции кочевой цивилизации и достижения разных народов. Культура оказывает влияние на образование и эстетическое воспитание детей и молодежи, мотивирует на созидание и творческие поиски, отметил он. Сколько положительных эмоций дает работа мастериц по сохранению и продвижению ценностей национальных одежд. Дизайнер одежды – одна из самых престижных и востребованных творческих специальностей. Сегодня индустрию национальной одежды отличают высокая конкуренция и темп развития, но при этом она дает возможность реализовать творческий потенциал, получить мировое признание. Сделать себе имя можно в самых разных направлениях – создание женской, мужской, детской, вечерней, спортивной одежды. Наши собеседники – руководитель женского дискуссионного клуба Динара Айткулова и дизайнер по национальной стилизованной одежде Турар Тургуналы выбрали именно синтез национальной одежды кыргызов с современным стилем. На днях съемочная группа «Мост дружбы» побывала в гостях у талантливых мастеров и познакомилась с их коллекцией. Здравствуйте, Динара Ханым. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, о своей деятельности, когда вы начали, с чего начали? Очень объемный, очень интересный вопрос. Начинали мы в 2012 с поднятия социальных и политических вопросов, потому что женщин в политике не хватало, были выборы, все время везде отсутствует женщина, а вопросы социальные не решаются. Ну и мы, женщины, собрались в женский дискуссионный клуб и стали думать, что же делать для страны, чтобы улучшить жизнь. Конечно, без участия женщины нельзя представить улучшение, да? Хотя бы при решении материнских вопросов, детских вопросов. Ну и очень много круглых столов проводили. Ну и пришлось нам принимать участие и в процессах выборных, и работать с депутатами Джорху Кенеша пришлось, потому что мы продвигали, мы написали, женский клуб написал манифест, где мы обозначили 5 проблем. Если бы они решились бы все, то жизнь детей и женщин, конечно, бы улучшилась. Вот этими вопросами мы занимались. И, наверное, зов крови. Мы пришли, работая вот к истокам, вообще, с чего берет сила женщина, откуда она берет эту свою силу. И в наш клуб пришла замечательный художник, вышивальщица Турар Тургуналы, которая повернула работу клуба совершенно в другое русло. Да. Мы вдруг поняли, что, оказывается, женщина, предназначение женщины, оно лежит вот здесь, в ее труде, в ее руках, в ее понимании, в ее философии, в ее способности продолжать род. Понимаете? Вот это совершенно повернуло. И мы занялись проектом по распространению, по объяснению орнамента, национального кыргызского. Вообще, чтобы человек был интересен, и вообще, чтобы нация была интересна, он должен знать все о себе вначале. А мы, оказывается, о себе-то многое утеряли, забыли, оказывается. И вот с помощью Турар мы вдруг осознали, что надо возвращаться туда, откуда мы можем черпать свою силу. А сила-то, оказывается, вот в этих орнаментах, вот в этой труде, вот в этом. Вот. И мы увидели программу страны популяризации национальной кыргызской одежды. Вот. Мы это взяли во главу своей работы и очень успешно проработали по всей стране, поясняя, объясняя, почему вот в этом мире мы должны сохраниться и за счет чего, как мы, как кыргызы. Вот. И стали популяризировать работу Турар Тургуналы, которая почти 30 лет, сидя в одной комнате, создавала величайшие творения. И мы приходили сюда получать вот эту силу.
понимание, ее философию. Оказывается, вообще, вот эти узоры, они несут в себе сакральную мысль. Вот, наш генетический код несут, оказывается, эти рисунки. Это не просто вышивка, не просто узоры. И вот по отношению к творчеству Турар, вот такие строки, которые хотелось бы просто прям вот зачитать. Вот смотрите, глядя на ее узоры, это прям как будто они. Вьются узоры, переплетясь, парами кружат, чтоб мудрую вязь чувств и природы великую связь. Если мы посмотрим на ее работу, тут сплошная связь природы и чувств человека. Радость, праздник, смех, где-то слезы. То есть состояние души там. Чувства, душа и природа. И цветы тут изображены, и солнце. Ну, все можно увидеть здесь. Оказывается, вообще мысль человеческая, она из поколения в поколение, вот кыргызы передавали через вышивку. Да, вышивая, она закладывала пожелания своим детям. Вышивая, она, оказывается, выражала свое чувство, допустим, горе, где-то она потеряла кого-то. Вышивая, она представляла вообще весь мир, потому что вот изображение, допустим, вот 4 сторон света, оказывается, все это происходило через наши вышивки. Недавно я даже удивилась. Это письменность. Да, это, оказывается, письменность. Я удивилась, когда увидела, вот тушкис называется, национальное это предание для дочери, да, вот мать всегда вышивала как для дочери своей, да. Увидела знак, как бы немецкая свастика. Это старинная. И я спросила, почему немецкая свастика у нас тут изображена вот в тушкисе? Это бабушка, ее бабушка, это с каких времен идет? А мне объяснили, это, говорит, не свастика, это 4 стороны света изображены. А вот этот вот круг, который заворачивается, это как вот она, бесконечность, круг идет. Это, говорит, настолько великий смысл идет. И он от нас ушел в Индию, оказывается. А немцы взяли в Индии этот знак и сделали его своим знаком. Оказывается, кыргызы всегда все обозначали знаками. Вот на тушкисе, вот тоже, видите, вот можно увидеть, вот он, крест идет, а вокруг цветы. Это оказывается, что все 4 стороны света, они все равные. И 4 времени года. Это изображает зима, весна, лето, осень. И они все интересные. То есть вот так через вышивку наши предки передавали связь нам. И чудо, что вот Турар, она имеет образование бухгалтерское, человек, экономист. И вот эта вышивка, и вот эта философия, и вдруг... Это вот какая связь? Динара, я вас перебью, скажите, пожалуйста, это еще, наверное, любовь к своей нации, к своему народу, к своему, естественно. Да? Вот. Это естественно. Это не только любовь, вы знаете, это уже у нее заложено, это ген. Да. Он просто у нее проснулся, пришло время, да. Оказывается, он просыпается. Вот сейчас в Кыргызстане, мне кажется, идет вот и не только, может быть, в Кыргызстане, идет бурное вот это просыпание генетической памяти. Она просыпается. Откуда-то ни с того ни с сего берутся монасчи, дети. Они миллионные строки читают. Откуда это идет? Или вот вышивка, или вот чердаки. Там такие вещи создают люди, и везде расшифровывается. Наверное, все-таки вот это все говорит о древности нации. Понимаете, древность, потому что это не может сразу зародиться. Вот посмотрите, вот здесь изображено 7 отцов. Поколение передается. Ведь у кыргызов знание своих 7 отцов это было очень важно. Потому что не было кровосмешения. Чистота сохранялась нации. Посмотрите, что заложено вот в этих вышивках. Это же здорово. Человек, семя. Вообще, вот в работе Турар мне все время видится мысль такая у нее идет. Мать, семя, семья, потому что у нее везде идет семя. Семя, откуда жизнь рождается. Да, вселенная. Вот такое философское
Откуда у нее идет это? Это генетическая дар, память. думаю. Это Вот, дар, талант, да, природа вот дала. Вот так что вот я бы хотела сказать, что я счастлива, что мы столкнулись, встретились с такими людьми и можем сейчас нести людям вот это. Вот мы пытались проводить выставки, приглашали туда цвет нации, можно сказать, чтобы они помогли нам двигаться дальше. Вот. Всем понравилось, и выставка нравится, но вот это, наверное, немножко трудности в экономике, они не позволяют еще так широко размахнуться. Но по распространению национальной кыргызской одежды, по Ак-Иличек у нас работа идет хорошо. Оно получило вот настоящее вживление, потому что на самом деле каждый хочет иметь и эличек национальный, каждый хочет иметь и вот такой вот национальный кимзиль, да, вот эта работа Турар. Кстати, это первая ваша работа. Да, это одна из таких первых работ Турар. Посмотрите, которая принесла вам удачу. Да, вот в этом кимзеле я полетела в Америку и получила грант в Америке на поддержку нашего клуба. И мы при помощи этого гранта большую работу сумели провести. Это такая удачная очень работа Турар Тургуналы. Много платьев очень, разноплановых вещей она умеет создавать. Вы знаете, это все нести в массу надо, в массу. Вот мы участвовали вот в этом нашем национальном празднике в Корчине, где вот игры кочевников, да, и были очень популярны, были награждены мэрией за участие, потому что мы сумели показать там тоже очень много трудов Турары, да, и рассказать, и показать. Вот. Организовали выставку у нас здесь с приглашением посольств, представителей, с представлением государственных работников. Понравилось всем. Но все это упирается в экономическую составляющую, понимаете, можно было бы и дальше. Но, несмотря на это, работа у нас идет, потому что идет вживление, идет осознание, идет вот это распространение в массы. Я думаю, мы большую работу все равно делаем, и мы довольны тем, что мы делаем. Но если бы, конечно, еще помочь и организовать бы арт-галерею работ Турар, у нее тут более 300 работ чудесных, и сделать это достоянием страны, вот к чему бы мы хотели пойти. Я думаю, это осуществится. Равное участие женщин в процессах принятия решений – это не только проблема прав человека, но и предпосылка построения демократического общества, в котором политические решения учитывают потребности и проблемы как женщин, так и мужчин. Женщины выполняют множество ролей в семье, и совмещать эти роли бывает весьма сложно. Женщины являются партнерами в семейном союзе, оплачиваемыми и неоплачиваемыми работницами в домашнем хозяйстве, матерями. На них ложится основное бремя по уходу за детьми. Выполнение женщинами этих функций является одним из основных факторов, определяющих здоровье, уровень образования и материальное благополучие членов семьи, особенно детей, а также служит ролевой моделью для детей, когда те станут взрослыми. Динара Ханым, вы очень много рассказали о своей деятельности, это, конечно, очень интересно, думаю, и для наших телезрителей. Я хотела вот сказать, вот это еще доказывает, еще раз доказывает о том, что женщина не то, что только хранительница очага, женщина очень много как бы вложено, да, вот это все вашего природы. Вот и еще много умеете сделать, не только там воспитывать детей, управлять семьей. И вот такие раскрываются возможности у наших женщин. Да. Как вы думаете? Да. Это большая возможность. Вот иной раз люди думают, вот если они только пойдут куда-то там и могут что-то сделать. Нет, можно вот сидя дома и приносить огромную пользу людям. Действительно чудеса, это действительно чудо. Да. Часто очень чудо создается как раз таки в уединении. Но приходит момент, когда все это надо открыть и показать людям. Мне кажется, этот момент как раз уже вот сейчас приходит. Благодаря вам, вот мы тоже открываемся, показываем, что есть здесь кладезь, талант, вот, который нужно раскрывать. И есть что сказать людям, есть что показать, потому что природа, чувство, любовь, семья – это и есть основа. Это все через женщину. Через женщину. Да. Лишний раз доказывает, что именно потому что женщина умеет очень тонко все воспринимать.
Ее способность тонко воспринимать, вот она идет вот через все это. И я бы, конечно, хотела бы и во власти видеть женщин, которые могли бы политику делать такой тонкой, красивой, яркой и очень дружелюбной. Потому что женщина такая, она дружелюбная. Кстати говоря, о женщине, мы не можем говорить о том, что женщина, роль женщины в обществе. Да. Потом, как вы думаете, вот у нас очень умных таких женщин, талантливых, которые может руководить, может посты занимать очень высокие. Что вы думаете по этому поводу? Вот как раз-таки в нашем манифесте одной из них был и вот этот пункт, что как можно больше женщин были на уровне принятия решений. Больше. Потому что то, что чувствует, видит, понимает женщина, но не может понять мужчина. Потому что женщина... Инстинкт материнский, конечно. Такое, да. У нее же совершенно другое видение. Вот она ведь кормит ребенка. Какие чувства она испытывает к этому ребенку, да? Она все отдаст за этого ребенка. Мужчина, у нее другое видение. Он стратег, он видит, может быть, дальние цели. Но ведь говорят же инь-янь. Мужчина, женщина, все должно идти рядом. Поэтому, если во власти мало женщин, то политика, она слишком мужская, жестокая, мне кажется, жесткая. Вот женщины должны быть тоже обязательно там, потому что женщина принести должна свою мягкость, свое понимание, свое видение. Вот смотрите, семью. Вот в семье мужчина, если принимает какое-то решение, ведь все исполняет женщина. Она тактик, она знает, как наладить отношения с родственниками, с детьми. Она знает, как... Она, если захочет, она ни с кем не будет отношения устраивать. И мужчина ничего тут не сможет сделать даже. Так что женщина много решает. Я считаю, что роль женщины велика в обществе. Велика. Просто надо ее оценить, мне кажется, и принять к сведению, что во всех ступенях принятия решений должны быть как мужчины, так и женщины обязательно. А вы думаете, сравнение, чем в прошлом? В настоящее время женщины больше находятся у руля? Вы знаете, еще пока нет, потому что мы сейчас стоим как раз немножко в переустройстве. Вот выборы надвигаются. Я думаю, вот эти местные выборы в местные кенеши покажут нам результат. Женщин будет больше, потому что все-таки законодательно уже приняли наши депутаты, молодцы, поработали. Тут уже все-таки квота принята на местных уровнях. Женщины придут уже. Но если они там успешно будут решать местные вопросы, то успех женщинам будет обеспечен. Они должны будут показать. Сейчас Динара Ханум о вас рассказала, но я думаю, что еще недостаточно. Вот мы хотели бы вас самих слушать. Человек рождается для чего? Чтобы выполнить свой долг, нужно оставить свой след. И вот уже конкретно бросила экономическую работу и засела за творчество. Это такое наслаждение, это такой кайф. Забываешь обо всем. То, что делается на улице, не отвлекает. Да, уже забыла, все. Даже вот свой внутренний мир. Это блаженство просто. Когда ты начинаешь рисовать, и когда ты сидишь, у тебя это идет очищение, внутреннее очищение, как человека. Потому что прожить столько лет, и ты уже нахваталась всего. Ходя по этой земле, нахваталась, и вот этот весь негатив, вот то, что вот ненужное совсем человеку, оно постепенно стало уходить. Чем больше ты работаешь, тем ты больше уходишь, познаешь себя, познаешь истину. Возникают такие моменты, о которых ты даже не помнила, не знаешь, и тут оно тебе вот прям как вот на блюдечке. А теперь посмотри вот на эту вещь. Посмотри на этот вопрос. И начинается размышление. Внутренний мир твой начинает как бы пробуждаться. Это такое открытие происходит. И это состояние, блаженства. И как вы, с чего начали? Как вы начали? Первая ваша работа, что это было? Я уже не помню. Про первые работы я не помню, потому что работ было очень много. Они у меня по заграницам разъехались первые, да. А одежда, это вот как-то был у нас философ, есть Чойный Мралиев такой, вот он пришел и говорит: займись-ка одеждой, а то у нас тут уже непонятно в какой одежде, уже забыли, что это такое.
у тебя это хорошо получится. Кстати, на вас тоже вот национальный Да, это. Вот у Динары Санны, да, одна из первых работ, когда я начинала вот эту одежду. Более классический такой вариант. Полная чаша. Динара Санна, ваша вот, да, полная чаша. То есть человек полный. Полный в каком плане? В душевном плане, в семейном плане, в работе, ну, во всем. Объем, масштаб. И Динара Санна, я не знаю, как попалась к вам. Вы прям этот орнамент, я вот сейчас просто через столько лет вижу, да, это оказывается вот, когда работаешь, и орнамент уже по характеру человека уже он вырисовывается. И вот здесь вот тоже рождается мысль, вот и потом она излагается уже на полотно. Нет? Нет, у меня так. Я беру полотно. Я просто вот начинаю рисовать мылом. И рука она сама ведет. Я даже не знаю, что я хочу изобразить еще. Очень интересно. Да. Я даже многие вещи, я даже не могу до сих пор прочитать, что это было. Потому что я жила в городе, я не видела сельскую жизнь, я не понимаю ее, не знаю ее. А тут именно идет вот оттуда корни вылазят. Ну, наверное, мои, наверное, бабушки, прабабушки, там, дедушки, они занимались, наверное, каким-то творчеством. Кстати, наследственно может подойти? Да. Ну, мама у меня, да, мама художник у меня тоже, поэтесса, художник. Дедушка, бабушка у меня были такие вот творческие люди. Оно передается каким-то, просто оно просыпается. Может быть, в один момент вот это все спит. Человеку может одна картина понравиться. Это значит его внутренний мир, он тянется к этому, он видит что-то. Каждый человек видит по-своему. Вот. А я как творец, наверное, я могу это слово употребить, да, как творец, да, творец, созидатель, да. Вдохновение, его надо ловить. И был такой период, что я вот прямо работала сутками. Вот мне надо было успеть ухватить, потому что я знаю, что я сейчас, если я встану, я мысли собьются, направление опять в другую сторону. Да. У поэтов, кто пишет произведения, у них это тоже творчество, это тоже созидатели. Или музыка, допустим, да, вот в музыке тоже, допустим, пишут произведения на скрипку. А тут оркестр подключается, это уже орнамент идет, дополнение идет к одной музыке, дополнение, и вот это вот все вот орнаментальное, это то же самое. Один орнамент, он может быть просто пустой, он еще ни о чем не говорит. А когда ты делаешь дополнение уже, это уже песня уже, это сказка рождается, это такая красота. И вот я думаю... Давайте лучше посмотрим на ваше произведение, чем 100 раз скажет вот здесь. Вот это вот, это я делала его в 2012 году, отражение. О чем это говорит? Отражение во всем. Как бы зеркальное отражение, допустим, да. Тут очень много сюжетов. Это в свободном полете, а здесь вот отражение зеркальное, то есть левое, правое, инь-янь, вот Динара Санна говорила, вот, белое, черное, вот в таком плане отражение. И оно у меня вот висит на стене, и я долго смотреть не могла. Почему? Меня пугали глаза. А это энергетически такое вот, как бы, оно заряжает, оказывается. Я как оберег. Оно отталкивает негатив. И все это связано с природой. Без природы человечество ничто. Все берется с природы. У нас в Киргизии природа богатейшая. У нас много солнца, у нас много воды. Воздух свежий, красота, зелень, цветы. Даже бегущий мурашек – это тоже
такая картина красивая. Я рисую по инстинкту, я двигаюсь. Да, конечно, ты включаешь мозги, но бывают такие моменты, когда я отодвигаю, и только по инстинкту это все идет. Я сама не знаю, что я делаю, но инстинкт меня толкает. То есть это наши гены, наши истоки, наши предки, наши вот что, они меня пробуждают. По приглашению выезжаем за границу. У меня были в Анкаре выставка, персональная выставка была. Вот. Ознакомили с нашим творчеством наших. В Москве в прошлом году, позапрошлом году тоже выставка была. Вот сейчас опять приглашают. Очень много работ. Я говорю, первое время я поставила это все на поток, на бизнес. Понятно. А потом уже поймала тишину, думаю, все хватит для себя, для своей страны, для своего народа. То есть это, когда смотришь на эти картины, я хочу пробудить людей, показать, что все-таки можно и помыслить, и подумать, и вернуться к истокам, как жили. Для чего человек? Да. Что он должен оставить, да? Вроде вот работа, она может и так смотреться. Переворачиваем. В общем, со всех ракурсов надо картины смотреть. А если так, то это как... Тюндых. Да, Черепаха уже. Это уже черепаха или одногорбый верблюд, нар. Видите? Вот, несет. Вот, видите что? А вот так посмотришь, девятка. А это у меня от Эси, хозяин огня. А это хаос, порядок. То есть инь-янь, как вот есть левое, правое, или у белого есть черное. И точно так же у хаоса есть порядок. Ага, покрутись. И все знаки здесь, на этом чапане, видите, вот она, цикличность, остов. То есть у человека должен быть остов, основа. Если нет основы, он может и разболтаться, и уйти не туда, куда надо. Но если как у человека дерево есть... без корней. Да. Если есть основа, то на него все может нарасти. Видите? И вот этот знак у нее сзади всегда значит, вышивается. Вот все, что впереди, эти изображения, узоры, это все тотемы, знаки, обереги. Они из каждого рода идут. Носитель каждый род этих оберегов, она их все собрала, вот, чтобы люди видели и ознакомливались с тем, что было в древности, потому что это к ней все идет же. Или вот в моем кинделе, допустим, праздничном, оно сзади, это тоже оберег. То есть бывает же с глаз, да, вдруг как кто-то там взором, а вот он как бы снимает. Видите, сзади специальный такой вот знак идет. То есть вот даже в одежде присутствует философия жизни, что надо себя вести достойно, вот выглядеть как бы достойно, обязывать к правильному поведению. Ты не можешь себе позволить что-то, когда ты одет в такую одежду, да, допустим. Вот. Это мудрость. Любая молодая женщина, если в то время ведь не было много одежды, они были многофункциональны просто. И вот, допустим, такая одежда могла носить беременная женщина. И платье растягивалось до самых родов. Мои дочери носили до самых родов эти платья. Они вот дают вот особый такой стиль. И почему называется это платье сегодня стилизованное? Потому что есть карманы. Туда можно положить свой телефон. Синтез старый синтез. Это вот, да, это вот модернизированные уже старые. Но, посмотрите, воротник, стойка закрыта. Вот это именно голосовая чакра, она закрыта.
пуговицы вот до предела, где можно кормить ребенка. То есть не надо тебе поднимать эту футболку до головы, а обнажать себя и кормить ребенка, как молодежь это делает, да? А вот как это было красиво, когда просто расстегивается пуговица, кормит ребенка, и все это закрылось. То есть очень удобно. Очень. Еще можно считать это платье фасон. Да, это национальное. На сегодня, да, это национальное платье, но она модернизирована в плане того, что уже по требованиям нашей жизни можно применять ее в современной жизни. Смотрится очень хорошо для телефона, для чего-то там, как кошелек, допустим, с собой. Вот с собой прямо все. Видите, это все. А как женщины оценивают, берут такие? Да, вот эти платья, вот эти вот кинзели, вот такой наряд сегодня пользуется большой популярностью. Все хотят ее приобретать, потому что она действительно создает особый колорит. А молодежь как? Молодежь с удовольствием. Да. Это вот как на кызузату. Да. На проводе, а сейчас там. вообще идет направление, что вот у нас есть же традиция одевать одежду сватам, например, да? Вот сейчас говорят, а какую попало одежду одевать сватам, лучше вот своими руками создать и подарить. И тогда человек ее носит. Сейчас новое направление такое идет. Спрос очень большой. Ну что ж, сегодня я думаю, что на этом и закончим. Очень было интересно рассказ. Я думаю, что и для наших телезрителей очень интересно. Они будут знать самое мало о своей традиции, которые ваши предки одевали, да, вот это самое, и с удовольствием будет носить, и будет распространять вот эти свои национальные обычаи, традиции. И я думаю, что для наших телезрителей тоже было интересно, потому что это необычные вещи, красота. И я думаю, что не у каждой женщины, не у каждого человека получается, потому что это действительно индивидуально, у каждого свои душевные состояния. И вот создать такую красоту и передать другим. Я думаю, что это вам тоже принесет очень удачу. Спасибо. Потому что вы обе, как женщины, вы стараетесь, несмотря на свой возраст, на свои трудности, даже пандемии во время, вы сложа руку не сидите и стараетесь, чтобы оставить после себя след. Передать молодым. Красота спасет мир. Да, за интересную беседу.